вас. Там Хайдаров, Таджикистан. Террористическая экстремистская организация, членами которого являются некоторые граждане Таджикистана, сегодня не имеет физической возможности для ведения антигосударственной и антинародной деятельности на территории нашего государства. Однако в виртуальном пространстве, в социальных сетях они продолжают свою противоправную деятельность, которая основана на языке ненависти и пропаганде идей терроризма, идеологии насильственного экстремизма, религиозного радикализма. Они, пользуясь тем, что получили в странах Евросоюза статус беженца, продолжают активно разжигать социально-политическую рознь, религиозную ненависть в таджикоязычном сегменте социальных сетей в интернете. Эти правонарушители также уверены в том, что статус беженца в странах Евросоюза дает им право безнаказанно заниматься пропагандой идей терроризма, распространением информации, призывающих к осуществлению террористической деятельности, а также обосновывающих и оправдывающих необходимость осуществления такой деятельности по отношению к гражданам Таджикистана. Воинственная риторика таджикских террористических экстремистских групп в последнее время привела к тому, что некоторые их сторонники уже неприкрыто выступают на страницах интернета за свержение конституционного строя в Таджикистане и установление шариатских норм правления. Такие деструктивные действия таджикских террористических групп нужно оценивать, на наш взгляд, как неприкрытую прямую угрозу безопасности населения Таджикистана. Эта тенденция вызывает глубокую озабоченность в таджикистанском обществе. Таджикские правонарушители, укрывающиеся сейчас в странах Европы, продолжают вести свою противоправную деятельность в отношении населения Таджикистана. Лица, закрывающиеся от правосудия у себя на родине, не должны злоупотреблять своим статусом беженца и деньгами налогоплательщиков стран Евросоюза, за счет которого они там живут. Представители нелегитимных групп, которые выступали на этом собрании от имени Таджикистана, на самом деле давно уже не живут на территории нашей страны, и поэтому не владеют достоверной информацией о социально-экономической жизни в Таджикистане. Достоверность их информации вызывает большое сомнение. Уважаемые участники, я думаю, что все согласятся с тем фактом, что ОБСЕ – это прежде всего организация, которая, исходя из ее названия, должна работать в направлении обеспечения безопасности всех государств, входящих в эту организацию. Поэтому члены ОБСЕ должны помогать друг другу в обеспечении безопасности и в борьбе против террористов, как на основе двухстороннего формата отношений, так и на многостороннем межрегиональном уровне. Представители гражданского общества Таджикистана считают, что оказание поддержки некоторым таджикским правонарушителям в странах Европы противоречит основным принципам международного права. Спасибо за внимание.